Тулунбек-хатун была дочерью Бердибек-хана. Бердибек отдал ее в жены своему Беклеребеку Мамаю. Сведений о потомстве Мамая и Тулунбек-хатун нет. Когда Мамай решил возвести на ордынский трон своего очередного ставленника, хана Мухаммеда, то столкнулся с задачей, как убедить вельмож признать его. Мухаммеду было всего 8 лет, он не мог править самостоятельно, и аристократы не согласились бы признать его ханом. Они опасались, что фактическим правителем станет сам Мамай. Но Мамай придумал обходной маневр, чтобы успокоить их. Он предложил, чтобы его жена Тулунбек-хатун, родная тетка мальчика, стала официальным регентом, опекуном при малолетнем хане. Происходя из ханской династии и будучи внучкой Узбек-хана, Тулунбек-хатун имела полное право занять такую должность. Ордынская знать согласилась признать Мухаммеда ханом. Ряд историков считает Тулунбек-хатун не просто опекуном при хане, но полноправной ханшей, единственной женщиной на престоле Орды. Существуют даже монеты, на которых выбито ее имя. Когда Тохтамыш в 1380 году победил Мамая при встрече на Калке, Мамай, спасаясь бегством, бросил свой гарем на поле боя. После гибели Мамая Тохтамыш сделал Тулунбек своей женой. Вероятно, Тулунбек согласилась на этот брак против своей воли, потому что вскоре она приняла участие в заговоре против Тохтамыша. Заговор был раскрыт и подавлен ханом, а Тулунбек-хатун казнена.